История произошла так. Я написал книгу из серии «Жизнь замечательных людей», посвященную Народному артисту СССР Семенухолу Чухмарову. И вот в этой книге была глава, которая посвящалась, вот эта книга. И вот в этой книге целая глава посвящалась нашим аксакалам, которые посвятили свою жизнь кыргызскому творчеству, киноискусству и просто искусству. И вот я в Центральном архиве государственном нашел такие фотографии, которые я их вложил в книгу. Это был Махмуд Исамбаев, наш аксакал, чеченец по национальности, депортирован был к нам. И вот идея написания книги о депортированных народах Кавказа в Кыргызстан пришла, наверное, в этот момент. Но сама тема очень, очень трудная, очень сложная эта тема. И вдобавок у нас был такой архивист Сувахун Бегалиев. Он оставил массу документов и недоделанной работы, которую его родственники попросили дозавершить и отразить это в книге. Поэтому он отошел в мир иной, и мне пришлось за него это завершить и стать ему соавтором, так сказать. Вот так вот появилась эта книга. Ну, как? Интересно же это все, как появились целые народы у нас, откуда они взялись. Мы же в детстве, помню, дрались с карачайцами, с азербайджанцами. Там, чеченцев не было, где я жил, но вот карачайцы, азербайджанцы были. И вот постоянно мы думали, я думал, откуда они взялись, откуда они приехали. Ну, мы дети были там, 10 лет, может, меньше. А потом уже, когда взрослые стали, мы понимали, что это депортированные люди, депортированные из Кавказа к нам в Среднюю Азию. Здесь в основном книга, источник, используются архивные источники здесь, вплоть до сколько человек прибыло, в какие районы, в колхозы их распределяли, какие сельские советы, управы их принимали, на какие работы их устраивали, какое отношение было. Это все документальная основа имеет. Сувахун Бегалиев, работая в Центральном государственном архиве, и пользуясь тем, что он имел доступ именно к документам о кавказских народах, смог сохранить, наверное, эти документы, потому что многие документы уничтожались. Многие документы уничтожались. И он смог сохранить эти документы, и именно в основу легли не только чеченский народ, в основу 10 народностей Кавказа, которые приехали к нам. Каждая народность имела свой какой-то район, это распределялся по каким-то селам, распределялся по каким-то городам, распределялся, как их встречали кыргызы, коренное население. Все это есть в архивах у нас. Я знал, что такое депортация, но что она коснулась именно такого количества людей, я просто не мог поверить. Допустим, Ингушетии было всего 480 тысяч человек. Их всех депортировали. В Казахстан 360 тысяч отправили. 120 тысяч к нам отправили. Пока к нам доехали эти эшелоны, по дороге погибали люди. К нам доехало около 100 тысяч людей. В Казахстан, пока доехало 360 тысяч, погибло 100
по-моему, если мне память не изменяет, 120 тысяч человек погибло. Представляете, это же трагедия. А ведь гибли и другие народы, и карачайцы тоже депортированные были, другие народы тоже. А ведь до этого еще и раскулачивали. Лакцы, даргины, кумыки. У нас целые селения здесь есть до сих пор, где они проживают. Ну, вот сейчас чеченов меньше стало, наверное, где-то около 2000 человек. А так их раньше очень много было. Что меня больше всего поражает? Ну, поражает масштаб этой трагедии. Я вот когда в Грозный поехал, я специально поехал на поезде, чтобы посмотреть вот этот путь, который проделали чечены в эшелонах, когда их сюда везли. И я ехал именно по этому пути. Я проезжал через тот мост, который при Берии построили. Я об этом написал в другой своей книге, и воспоминания у меня были про поездку в Грозный. Я вот ехал по этой, и по этой именно дороге я ехал на Кавказ. Это интересно, но тема очень такая, скажем, глубокая. Я не встречал таких вот случаев, чтобы подготавливали людей так прям, что приедут такие кровожадные какие-то люди или еще что-то. Нет. Здесь, что я могу сказать, здесь люди встретили хорошо, очень хорошо. У меня, допустим, есть вот в этой книге есть документы, где, сейчас я покажу, Темирбеков Исмаил, он же почти 100 семей спас чеченов. Это дедушка моей жены, да, это дедушка моей жены. Приютил как? Да, не, он был председателем сельского совета, и он распределил в каждую кыргызскую семью чеченов. Распределял прям. И кыргызы очень хорошо относились. И до сих пор вот в этом селе Кызылту сохранились несколько семей чеченов. Они до сих пор живут. Там сохранилось старое кладбище. То есть разные были люди. Наверное, был и криминал, наверное, были какие-то правонарушения, но не в таких масштабах. Нет. В любом случае, 93-94 тысячи чечено-ингушей, они смогли потом вернуться к себе на родину после снятия запрета на возвращение на исторические земли свои. Я, к сожалению, не имею информации о нынешнем количестве чеченцев, чеченских семей. Но последний раз было свыше 2200 человек проживало чеченов у нас. Это информация 3-4-летней давности. Ну, в принципе, может уезжает, может не уезжает. Ну, кто-то может возвращается в Чечню, может кто-то остается здесь. Есть чечены, я писал об этом, которые внесли свою лепту, свой вклад и в сельское хозяйство, и в науку, и в искусство. Я думаю, что в корне этой трагедии лежало отношение Сталина к исламу, потому что он депортировал почти все мусульманские народы. И, возможно, у него была опаска того, что Турция заигрывала с фашистской Германией, а Турция и Кавказ как бы очень близки по географическому месторасположению своему. Вот и все. И я в корне всегда сомневался, что чечены там на белом коне встречали там гитлеровских егерей. Да нет, это, мне кажется, это все
проделки НКВД и все. Кстати говоря, при раскопках в 1992 году Джохар Дудаев тоже приезжал сюда. И в Центральном государственном архиве есть фотоматериалы, фотодокументы, когда он присутствовал на мероприятии, посвященные жертвам сталинских репрессий, здесь вот именно на Чонташском захоронении, массовом захоронении. Он был здесь. Кстати говоря, он в 1992 году, когда у нас произошло землетрясение в Токтогульском районе, когда погибло большое количество людей, то именно Джохар Дудаев приехал, он привез, подарил кыргызскому народу несколько тысяч тонн нефти и энную сумму американской валюты как помощь. Это был жест, знак благодарности кыргызскому народу за то, что кыргызский народ в годы войны тепло встретил депортированный чечено-ингушский народ. И во время вот этой вот первой чеченской кампании он провел большой митинг, устроил целое камлание против войны в Чечне. Потом стал персоной нон-грата в России, и до сих пор, по-моему, такой. Ну, очень многие вещи такие непонятные. Ну, зачем это все, не знаю. Дети депортированных, они уже сами старики. Это их дети, внуки, но они уже сами старые люди, уже сами аксакалы. Ну, вот, их депортировали, когда им было вот по 6-7 лет. Сейчас они такие вот. Вот они такие были, молодые. Сулумов Яхья, кузнец. Хуриев, начальник управления Нарын гидроэнергострой. Ну, это вот Кунта Хаджи со своей дочерью Эсет. Ну, это образ. Ну, в любом случае, это история уже. Ну, вот Махмуд Эсамбаев, Аксакал, великий танцор, Алы Тохумбаев, герой социалистического труда. В Чечню, и только в Чечне узнал, что его семью депортировали в Среднюю Азию. Он приехал и у нас нашел свою семью. Вот общественный деятель Кыргызской республики Ташкул Кадиксизов, он был у нас депутатом Джорджа Кенеча, такая личность неординарная, творческая, яркая. Вот он в воспоминаниях своих, он рассказывал мне, как после того, как разрешили чеченцам возвращаться на свою историческую родину, им-то запрещали, как бы официально запрещали им выкапывать останки тех людей, которые умерли на нашей территории и были похоронены здесь, в Казахстане. И все-таки чеченцы ночью выкапывали и увозили кости своих предков. И вот он в своих воспоминаниях пишет, что мы, говорит, подкрадывались ночью, говорит, и смотрели, говорит, нам, говорит, было очень интересно, говорит, почему мы не понимали, почему это делать. И только потом, повзрослев, я стал понимать, что глубину этой философии, и что действительно люди должны покоиться у себя на земле. Народная артистка Кыргызской республики Халимка Шатамкулова тоже в своих воспоминаниях рассказывала, как в детстве играла с чеченскими девочками, которые оказались в их селе. И до сих пор она до 10 может считать на чеченском. Из ато хилил хацани ха дахалех. Счастья, удачи тебе в твоей жизни. Она помнит до сих пор, что это означает. Вот Халимка Шапа до сих пор это помнит. Вот так.